Всем привет, Педикюр мастера. Добрый день, друзья. Сегодня мы с мамой ездили на рынок Северный, наш любимый рынок в городе Грозном. И понакупили вот немножко продуктов. Небольшая распаковка. Самое главное, мы купили потрошки для наших кошечек. Для наших, для уличных, для всех, кто придет кушать. Так, с чего еще мы начнем? Вот спинки. Я люблю и жареные, и кошечкам даю. Это вкусная рыбка-сазанчик. У наших знакомых покупаем. Прям все разделали, все почистили. Только помыть, посолить, поперчить и пожарить. Вот это я взяла, не знаю, как они называются, внутренности какие-то. От рыбки амур. Попробуем, будут кушать кошечки или нет. Они у нас капризные. И консервы рыбные не все любят. В общем, корм я стараюсь не давать, но иногда покупаю. Так, что я еще очень хотела, это королек. Выбора сегодня не было. Хорошо, что я поехала и нашла. Один раз купила, потом второй раз подошла, купила. Я очень люблю королек. Но я на Северном не была с прошлого года, наверное, где-то с осени. А вот это, знаете, что это? Похоже на маленькие апельсинчики. Это лимоны из Грузии. Говорят, что очень полезные. Ну, нарежу. Или варенье сделаю, или в чай добавлю. Апельсинчики взяла. Кислых мандаринов тоже не нашла сегодня. Капусточку. Будем делать борщик. Сейчас с той стороны покажу. Так, смотрите. Здесь у нас консервы, скумбрия. И мне понравились они. И моим кошкам понравились, и котикам. Так, зелени очень много взяла. Замороженный был щавель. Я взяла укроп и петрушку. Тоже мама любит. Вот этот пучок по 100 рублей был. Помельче, который по 50 рублей. Вот эти по 50. Риска по 100 рублей. Еще 3 лимончика. 2 или сколько? 3 пучка петрушки должно быть. Ой, тут в пакетах вообще ужас, что творится. По-моему, всего я по 3 взяла. 3 пучка лука, 3 пучка укропа, 3 пучка петрушки. И 1 укроп, вот такой большой пучок взяла. Так, здесь у нас морковка и бурак. Это для борща и для салатиков. Я люблю вот такие мелкие с хвостиками. Вот, покажу. Их когда варишь, они как бы и развариваются быстро, и сок вот этот не утекает. Ну, вы знаете, наверное. Кипящую воду добавляю холодную, и они быстро-быстро варятся. Так, что из хлебного я купила? Вот такие бублики. По 3 штучки. 6 купила. Сейчас не хочу руками трогать. Потом вот такой черный хлеб купила. Это делают здесь, в Чечне. Он очень вкусный. Но он как бы серый хлеб, но очень вкусный. Батончик купила для себя любимый. Не знаю, как он называется. Сейчас посмотрим. Пекарня Колос. И что-то еще было. А, вот такие кексики шоколадные. Как-то они маффины, что ли, называли. Но для меня это шоколадный кекс. И что-то еще было. Вот, нашлась наша пропажа. Для мамы я купила разных чаев. Сказали, что очень вкусный. Я люблю только нури без запаха. И иногда вот этот чай дикая вишня люблю. А сегодня еще была новинка. Какой-то зеленый чай с инжиром. Мама будет пробовать. Ну, в общем, все, что он мне посоветовал, все я и купила. Хотя у нас много этого чая, но ничего. Будем угощать маму. Вот еще я купила белую редьку. Очень люблю нарезать, натирать по-разному. Со сметаной, с майонезом, с подсолнечным маслом. Ну и еще купила немножко мелкой морковки для наших курочек. У нас осталось несколько курочек.
И тут еще Румиса закинула, конечно, красивую морковку. По-моему, больше ничего не было. Вроде все показала. В общем, друзья, рынок сегодня был большой, людей было много, было очень холодно. Поснимала я для вас совсем чуть-чуть, следующий ролик покажу. Как-то люди не хотят особо, чтобы их снимали. Ну и в основном все, что я хотела, я купила. Даже вот этот лен я забыла. Хорошо, что его купила мама. В принципе, на пару недель можно быть спокойными. Мясо в морозилке есть, куры в морозилке есть. Главное, что для котяток купили. И для себя любимый булочек много. Конечно, мне надо переставать есть булочки. Килограммов 10 есть лишнего веса. Но ничего, ни в чем себе не отказываю. Все было в нескольких пакетах. Часть пакетов я сняла, часть пакетов я протерла. Сейчас все буду мыть, сушить и убирать в кладовку, что-то в холодильник. Так, потрошки пойдут в морозилку. Здесь где-то кило 700, по-моему. 7 пакетов мы взяли. Это хватит надолго. Ну, можно еще пополам их разложить. Мы их всегда нарезаем мелко и даем нашим котикам, кошечкам. Вроде все. Сейчас надо быстренько все убрать. В общем, сегодня суббота. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения, хороших выходных. Так, у кого был праздник День защитника Отечества, поздравляю с прошедшим праздником. Но у нас был день траура. В общем, и не знаешь, кого поздравлять, кого не поздравлять. Потому что наши парни, как вы знаете, тоже защищают наше Отечество, нашу Родину. В общем, всем желаю крепкого здоровья. Готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом, угощайте друзей, соседей, родственников, вкусно кушайте сами и кормите домашних животных. Котяток, собачек, птичек я еще подкармливаю, тоже жалко. В общем, делайте добрые дела по мере своих сил. Пока-пока.